Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.ТВ, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ. Здравствуйте! С вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Россия для меня – это сила земли. Россия для меня – это сила наших рек, полей. Россия для меня – это место силы. Это моя Россия. Для меня Россия – это моя родина, это моя республика, это мои корни. Это то, что мне позволило родиться и дает возможность жить. Это родина моих предков, моей мамы, моего папы. Я чувствую, что я нужен России. Россия нужна мне. Россия для меня держава. Держит, сдерживает, удерживает, поддерживает. Великая и могущественная держава. Россия – это то, что мы чувствуем, любим, уважаем, храним и бережем. Россия – это наша жизнь. Мы гордимся нашей Родиной и желаем ей процветания. С праздником! С Днем России! Я поздравляю всех жителей республики с Днем Российской Федерации и в особенности жителей Сайсарского округа города Якутска. Накануне праздника Дня России состоялось подписание соглашения по комплексному развитию территорий 85-го квартала Сайсарского округа между компанией «Высота Плюс», генеральный директор Свипцев Станислав Иванович, и окружной администрацией города Якутска. Начинается первый этап строительства 85-го квартала. Но я хочу напомнить, что здесь происходило ровно год назад. Спецзастройщик «Высота» в 2013 году, начиная с этой площадки, тогда, когда мы заявили о том, что Сайсарский округ не является окраиной города Якутска, а имеет право иметь такую же инфраструктуру, как эта спортивная площадка, как детские сады, как школы, как государственные муниципальные учреждения, должны уделять в первую очередь внимание населению, которое нуждается в расселении с ветхого жилья, аварийного жилья, где должны быть уверены в завтрашнем дне нашего города. А теперь позвольте вам показать несколько наглядных моментов, которые были достигнуты нашим предприятием. Вот это вот 78-й квартал. Мне хотелось бы обратить ваше внимание о том, что до сегодняшнего дня там находились вот такие вот дома, которые мы называем в народе ЧБшками. И хочу перечислить те адреса, которые мы указали здесь. И люди, проживавшие в этих адресах, это начиная с Притузова 2 по Притузова 22/1, с Бекетова 1 по Бекетова 17 были переселены в эти дома. Плюс мы также взяли на себя нагрузку по улице Лонгинова, где 26 семей, 26 квартир тоже приобрели в различных наших построенных домах новые квартиры. И сегодняшний день мы хотим вам представить новый проект, который будет рассматриваться здесь, в 85-м квартале. Вот этих домах
в этих адресах, которые мы собираемся расселить. И в этом квартале у нас насчитано 138 квартир, практически в 2 раза больше, чем здесь. Но кроме этого, мы говорим о том, что кроме расселения у нас должно быть. Мы говорим о том, что существующие дома пойдут у нас под капитальный ремонт, вот эти вот 38 и 38/1. Будет проведено благоустройство. Мы говорим, что построим вот такой вот комплекс. Мы планируем там организовать классы дополнительного образования для школьников. Сейчас мы ведем переговоры с окружной администрацией, чтобы библиотеку «Маяк» по улице Маяковского разместить в новом помещении с доступом для всех жителей Сайсара. Здесь у нас проект разрабатывается нашими проектными институтами. Двор без машин, чтобы автовладельцы не могли подъезжать к подъездам. У нас подъезды предусмотрены со стоянками по контуру этих домов, то есть по микрорайону. Внутри у нас предусматриваются современные детские площадки, а мы сделаем детский городок «Сказка». И я считаю, что я обязан перед вами представить этот проект. И я хочу, чтобы вы поддержали нас с нашим, как говорится, планом. И я думаю, что этот план для вас всех необходим. И я считаю, что мы будем жить в Сайсарском округе в достойных условиях. И мы для этого приложим все усилия. Наша команда молода, сильна, энергична, и мы готовы идти вперед. Такой человек, он нам, конечно, здесь нужен. Нужен, потому что наконец-то он обратил на нас внимание, он плановое расселение делает. Но самое главное, он ратует за благоустройство. И сегодня он открыл детскую площадку. Ну, как открыл, она прошла капитальный ремонт. В свое время, 10 лет назад, он также ее торжественно открыл. И это была одна из лучших площадок города. А сегодня он ее обновил, провел капитальный ремонт, сделал надолго, сделал на десятилетие вперед. Наступает летний период, у нас наполненность площадки 100%, а то и больше, потому что дети играют даже ночью. Я хочу его в первую очередь поблагодарить за такую проделанную работу, ну и, конечно, пожелать успехов, бодрости духа, здоровья, чтобы у него хватило вот силы и духовных сил на такой огромный фронт работ, который его ждет. А мы, конечно, жители Сайсарского округа, будем рядом с ним, его поддерживать во всех его начинаниях. Здесь было болото. Вот они щебенкой засыпали. Видите, сколько машин стоит теперь? И болота нету, и комаров нету. Вообще, мы Сивцеву очень благодарны, конечно. Он молодец. Он вообще-то думает о нашем районе, как-то нас не забывает. Сегодня для вас это как бы праздник. Постарались сделать хорошее настроение для жителей Сайсарского округа. Это начало трудовых событий, где мы должны проявить свою готовность внести вклад в развитие Сайсарского округа. Форма вклада – это комплексное развитие территорий, которое подразумевает за собой строительство социальной инфраструктуры, благоустройство существующих домов, которые, по крайней мере, требуют большого внимания. Вот эта площадка есть частица благоустройства, где дети этого квартала 85-го могли бы посвящать свой быт в спортивном виде. И вот соревнования «Готов к труду и обороне» у нас служит как образцовый показатель для подрастающего поколения, чтобы дети набирались друг от друга такого опыта. Основная цель этого квартала. Основная цель — это, соответственно, преобразить этот квартал путем расселения жителей, живущих в домах старого образца, деревянного фонда. Дома, у которых мы запланировали, там 138 квартир. Сколько вообще предполагается построить жилья, если Пока на втором месте 75 тысяч квадратных метров. Примерно по планируемой планировкам это у нас получается проекту 1800 квартир. Никита, давайте поздравим Дегунцева Никиту с финиша. До 32 года, если все сложится. Дождались этого звездного часа, да. Если весь этот проект воплотится в жизнь, я буду только рада. Единственное, меня
Волнует, как жители Лонгинова 32/2, почему мы не включены в эту программу. Мы и дом 34 тоже Лонгинова, мы, как остались на островке. А так, конечно, молодцы, программа очень хорошая, и я думаю, что все получится, все будет классно в этом районе. Наконец-то Сайсары превратятся в красивый, респектабельный район. По первому этапу за сроки 85-го квартала будет снесено 10 аварийных домов. Это 150 квартир. Хотелось бы поблагодарить окружную администрацию города Якутска и застройщика «Высота Плюс» за подписанное соглашение. И хотелось бы сказать, побольше таких соглашений для развития столицы Якутии. Счастье